Добрый вечер, телезрители. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. 21 августа в Омане и Иордании завершилось юношеское первенство мира Ю-17 по греко-римской борьбе. В последний день соревнований воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмат» Асламбек Костоев завоевал золото в весовой категории до 45 кг, что стало историческим достижением для Ингушетии. Костоев провел 4 схватки, победил борца из Кыргызстана со счетом 6-2, затем индийского спортсмена 12-4, в полуфинале одолел казахстанца 5-1 и в финале уверенно выиграл у армянина со счетом 6-3. Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белгороев отметил значимость этой награды, подчеркивая, что ингушские спортсмены никогда ранее не завоевывали золото на юношеском первенстве мира. Он выразил благодарность старшему тренеру юношеской сборной России Исламу Дугучиеву и поздравил всю Федерацию спортивной борьбы Ингушетии. На соревнования присутствовали тренеры Ислам Хамхоев, Бекхан Манкиев и Бекхан Аздоев. Первенство проходило с 19 по 21 августа. В Дагестане завершились всероссийские соревнования по тэквондо на призы спортклуба «Чемпион», в которых участвовали более 500 спортсменов из 23 субъектов России. Тэквондисты Ингушетии завоевали 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Серебряные награды получили Иса Камурзоев, Мухаммад Амин Аушев, Мансур Цыздоев и Мухаммад Хуциев. Бронзу выиграли Арби Аушев, Амир Элбагачиев, Абдулмалик Миржоев и Абдулмалик Муталиев. Выезд на соревнования в Каспийск стал возможен благодаря финансовой поддержке Минспорта Ингушетии. Союз тэквондо Республики Ингушетия в лице тренерского состава выражает благодарность руководителю Минспорта Ингушетии Руслану Белгороеву за поддержку. Тренеры команды включают Ахмед Камурзоев, Ахмед Медов, Хусен Хамхоев, Ибрагим Цицкиев, Ислам Шанхоев, Муса Истамиров, Мухаммад Гагиев, Илес Камурзоев и Абдуллах Усама Камурзоев. Атам Барахоев стал победителем всероссийских соревнований по дзюдо. Отборочный турнир памяти заслуженного тренера СССР Владлена Андреева, первого в истории СССР тренера сборной страны по дзюдо, прошел в Москве. Барахоев выступил в весовой категории до 81 кг, и в этой категории ему не было равных. Также Атам завоевал путевку на чемпионат России, который пройдет в октябре. Команда «Ангушт» из Ростова в 19-м туре высшей лиги «Эво» Ростов должна была сыграть против футбольного клуба «Феникса», но матч не состоялся из-за снятия соперника с чемпионата, что привело к техническому поражению «Феникса». Таким образом, «Ангушт» зафиксировал свою 13-ю победу в сезоне и продолжает занимать вторую строчку, отставая на 4 балла от лидера футбольного клуба KTM. Остались 3 тура до конца чемпионата, и следующая игра «Ангушта» состоится 24 августа против KTM, что станет ключевым моментом для команды за борьбу в чемпионстве. В первом круге «Ангушт» потерпел поражение от KTM со счетом 3-4, но сейчас полон решимости взять реванш. Команда должна выиграть оставшиеся 2 матча и рассчитывать на осечку оппонента, чтобы сохранять шансы на золотые медали. Red Bull ожидаемо стал вторым финалистом Кубка Ингушетии среди ветеранов. В полуфинале баталии лидер первенства переиграл ветеранов Икажева, хотя редбуловцам пришлось проявить немало усилий для победы. Основное время встречи завершилось со счетом 2-2. У икажевцев отличились Дауд Муталиев и Магомед Беков. У Red Bull голы забили Рахман Майриев и Алихан Харсиев. Победителя пришлось определять в серии пенальти, которая осталась за редбуловцами, которые реализовали свои 4 удара, в то время как икажевцы смогли забить лишь раз. Таким образом, в финале Кубка сыграют Red Bull, СКР. Поединок обещает получиться увлекательным и зрелищным. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.